Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде объявлены имена победителей государственного конкурса «Бахши». В Либабском вилаяте Туркменистана ведется строительство поселков на 3500 семей. Apple представила линейку iPhone 15 и другие новости. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялся заключительный тур конкурса «Играй Бахши», участниками которого стали туркменистанцы в возрасте от 18 до 35 лет. В итоговый тур вышли 12 дутаристов и столько же бахши из Ашхабада и вилаятов страны. В их числе 5 девушек. Финальным аккордом творческого смотра в исполнении всех его участников прозвучала песня, посвященная теме 2023 года «Счастливая молодежь» с Аркадак Сердаром. В восточном регионе Туркменистана ведется строительство новых поселков в Киркинском, Халачском, Саятском и Чаржовском итрапах Либабского вилаята. Новые поселки обеспечат домами 3500 семей. В рамках сельской национальной программы в Либабском вилаяте уже сдан в эксплуатацию ряд социальных объектов. В частности, построено более 10 больниц, 40 домов здоровья, 17 домов культуры, 30 спортивных школ и 15 спортивных сооружений. Международная конференция и выставка OGT 2023, которая пройдет в Ашхабаде 25-27 октября этого года, уже привлекла внимание более 150 делегатов из 20 стран мира. Среди участников конференции руководители ведущих энергетических компаний и организаций. В рамках конференции будут представлены новые инвестиционные проекты в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана, в том числе разработка гигантского месторождения Галканыш, строительство газопровода ТАПИ, оптимизация добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, разработка шельфовых месторождений в туркменском секторе Каспийского моря, проекты возобновляемой энергетики. Конференция пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Организаторы обеспечат визовую поддержку всем зарегистрированным делегатам. Регистрация для участия открыта до 16 октября этого года. Народная артистка Туркменистана Гульшат Гурдова, певица Зулиха Какаева и музыкант оркестра фольклорного танцевального ансамбля Ахалского вилаята Гуванч Язмамедов, а также танцевальные коллективы Назли и Лачин представят страну на торжественном концерте мастеров культуры и искусства государств Центральной Азии, который состоится в Душанбе. Концерт будет проходить с 14 по 15 сентября на полях 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и заседания глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, как и целый ряд других региональных форумов. Корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и другие новые устройства на ежегодной осенней презентации. Смартфон получил такой же вырез вверху экрана Dynamic Island, как и у прошлогодних iPhone 14 Pro. iPhone 15 выпускается в двух размерах с экраном на 6,1 и 6,7 дюйма. В 5 цветах – розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус смартфона выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло. Смартфон имеет две камеры – стандартную и сверхширокоугольную. При этом основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей и поддерживает цифровой двукратный зум. Аналогичный режим съемки уже демонстрировали в iPhone 14 Pro. Как и предполагалось в утечках, смартфон теперь заряжается через порт USB-C. Таким образом, теперь одним проводом можно заряжать iPhone, iPad и MacBook. Стоимость iPhone 15 составит $799, iPhone 15 Plus с увеличенным экраном $899. Татарстанская авиакомпания Юфт Аэро откроет регулярные рейсы из Казани в Самарканд. Авиарейсы начнут выполняться с 24 сентября этого года по воскресеньям. Время полета 3 часа. Представители Air Мараканда подчеркнули, что налаживание регулярного авиасообщения между Самаркандом и Казанью будет способствовать укреплению узбекско-российских экономических и общественных связей. Сборная Туркменистана по футболу сыграла в ничью с командой Бахрейна в товарищеском матче. Встреча состоялась в Дубае и завершилась со счетом 1-1. Первый гол в матче забил полузащитник бахрейнцев Мохаммед Мархун на 13-й минуте. На 29-й минуте туркменский защитник Теймур Чарыев сравнял счет. Этот гол стал для Теймура дебютным за сборную Туркменистана. Молодежная сборная Туркменистана по футболу завершила отбор на Кубок Азии 2024 среди олимпийских команд. В решающем матче за выход из группы туркменские футболисты уступили на выезде сборной Индонезии 0-2.
В первом матче отборочного турнира подопечные Ахмеда Агамурадова обыграли Тайвань со счетом 4-0, но этого оказалось недостаточно для выхода в финальную стадию турнира. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.